В благородном взгляде Ленары Алимовой любовь к науке и тяга к знаниям. Всю жизнь она посвятила педагогике, занимаясь воспитанием молодежи средствами искусства. Получить достойное образование, не переставать учиться и стать кандидатом педагогических наук ей не помешали жизненные испытания. Я, Алимова Ленара Умеровна, родилась 13 мая 1935 году в Симферополе. Папа работал старшим судьей полуострова Крым, он юрист. Мама учительница начальных классов. Буквально перед началом войны в 1938-1939 году семья, наша мама с папой, переехали в Лучистое, Демирджи. Демирджи у нас был дом еще от дедушки и бабушки по линии отца. Табачная, 16 – это дом, построенный моими родителями. Ленара Ханым хорошо помнит, как началась война. Трагичные эпизоды оккупации врезались в память навсегда. А Шри Хартанам пришла и стала говорить маме: «Вай, Балам, они что-то говорят, коммунист, коммунист». И что получилось? Только она поговорила, ушла, как дайма забрали. Так он и не вернулся, он похоронен в общей могиле, расстрелян там, в Ялте. Как папа мой спасся? Во дворе у нас был большой сток сена, потому что была корова. Папа залез вот в этот сток. И получилось, что вот этот сток его спас. Нацисты мучили и мать Ленары Ханым, пытаясь узнать, где скрывается ее муж-судья. От казни ее спасла лишь ложь о том, что с мужем она давно рассталась, что подтвердили все жители села. Нас в 1944-м, наверное, как всем, объявили и депортировали. Утром рано нас разбудила мама. Как могла, она нас одела, а папа был в Алуште. Он уже вышел из этого стога сена, потому что ушли немцы. Грудной ребенок, это младшая моя сестренка, Эдие Алимова, она родилась 29 декабря 1943 года. Значит, ей в день депортации было 5 месяцев. И она на руках у мамы, у нас 4 детей, маме 28 лет. Нас, значит, собрали всех. И вы знаете, к нам подошел полицейский и говорит: идемте домой, маме, возьмите, вас далеко везут, возьмите детям что-нибудь. Он взял стеганое детское одеяло, взял зингерскую машинку швейную, завернул вот в это одеяло и сам понес. У нас на прокат брали эту зингерскую машину и шили ичиги, кожаные узбекские. В ссылке семью ожидали еще более страшные годы, которые Ленара Ханым не может вспоминать без дрожи в голосе. Привезли нас в Узбекистан, в город Ангрен. И вы знаете, какая была территория, куда нас завезли? Вот так вот буквой «П», вот так вот построена большая территория. Маленькое окошко. Из этого маленького окошка видно только поле. Потолок был соломенный. И вот мы только переночевали, а на нас оттуда падает всякая живность. Все. Утром какие-то непонятные жуки. И что моя мама сделала? У нее было платье. Она его разрезала, и это платье вот так вот прибили, хотя бы чтобы наши головы были закрыты.
Вот в эти ворота въездные постоянно заезжали арабалар и вывозили умерших. Не успевали вывозить. Но я очень хорошо помню случай, когда женщину положили, укрыть особо, какой там саван. Никакого савана нет. Кефенлик уже истощены все. Нету и ни материально ничего. И вот у этой женщины падают постоянно длинные волосы. Были шакалы. Они все вырывали, все раскапывали, все съедали. Позднее крымских татар переселили из ужасного барака в здание школы. Отец Ленары Ханым работал на урановых рудниках, чтобы кормить большую семью. Уже открыли классы, где преподавался русский язык. И вот мы уже пошли в школу. Писали мы, вот газета, и вот не было, бумаги не было, писали карандашами, разумеется. Вот на этих полях мы писали. Ни букварей, ничего. И вот как-то продавался букварь. Как уж у мамы получилось. Второе платье она продала и купила нам букварь. Потому что мы с братом пошли в один класс. Ему еще 7 нет, а мне уже 10 почти. Окончив школу, Ленара Ханым хотела поступать в медицинский, но жизнь распорядилась иначе. Она поступила в педагогический институт в Ленинабаде. Кончила институт в Ленинабаде. Мы же по направлению работали. Вот по направлению меня в Ферганскую область отправили, и я там в село Дехкан-Туде отработала год. После Ленара Алимова переехала в Ташкент, где около 12 лет работала в школе-интернате учителем начальных классов и воспитателем. Приветствуя успехи Ленары Оджа в работе, ей предложили продолжить учебу. Она поступила в аспирантуру в Москву и начала писать кандидатскую диссертацию под руководством академика Лихачева. Сама у меня диссертация кандидатская, патриотическое интернациональное воспитание старшеклассников средствами искусства. Защитив диссертацию, Ленара Оджа устроилась работать в НИИ Кары Ниязова в Ташкенте. 20 лет работала в Ташкентском государственном университете в звании доцента. Параллельно писала докторскую диссертацию, которую так и не смогла защитить, решив возвращаться с семьей в Крым. Я однажды была на концерте, когда был первый концерт на крымско-татарском языке в Ангрене. Вы знаете, в зале сидели, все места были заняты, даже на полу. И когда вот запели, и я стояла, я где-то облокотилась на подоконник и стояла. А папа, конечно, сидел. Вот запели эту песню на крымско-татарском языке, зал не просто плакал, ревел. Был общий рев в зале. У папы я никогда такого плачущего его не видела. Ну как можно было менять родителей, их желание ехать с моей докторской? Я даже не сомневалась. В Крыму Ленара Алимова 25 лет работала в КИПУ имени Февзия Кубова. 15 лет руководила кафедрой педагогики. Замечательная кафедра, трудоспособная и трудолюбивая кафедра. У нас была не просто коллектив, у нас была семья, взаимовыручка, постоянное стремление что-то добавить, что-то изменить. Очень любила я свою работу, очень любила я студентов. Ленара Алимова – автор более 90 научных трудов и пособий, обладатель множества наград и благодарностей. Я пришла к выводу, что образование – это все. Не потому, что я им занималась и все, нет. Необразованный человек, он ведомый, зависимый. Знать свое прошлое уже помогает тебе осознать сегодняшнее. Знать сегодняшнее открывает дорогу к будущему.